Закрытый двор, и со всех сторон как бы окружало вот это вот сооружение. Как оно выглядело? Выглядело оно, ну конечно, не таким жалким образом, как сейчас, но тем не менее общий принцип можно уяснить. Нижний этаж – это были товарные склады. Там вот все те самые турецкие, европейские ткани, там металлические изделия и всякий прочий импорт, они и хранились под замками. А наверху вот это вот тоже были помещения. Там, где сейчас вот эти вот руины мы видим и так далее, это были комнаты. То есть второй этаж это были комнаты, где эти купцы по сути и обитали. То есть тут мы видим одновременно и жилище, и товарный склад. И вот таких комнат здесь было 120. Можно представить, какой крупный торговый центр был Карасу-Базар, если мы знаем, что 11 вот таких караван-сараев здесь в городе находилось. Не считая еще, повторяю, городских рынков. То есть, помимо того, помимо мест хранилищ для товаров и жилищ для торговцев, здесь были еще, ну и то, что сейчас бы назвали бы, наверное, facilities во всех смыслах. То есть здесь был фонтан, то есть автономный источник воды. Здесь даже была мечеть. У нее, правда, не было минарета, это было просто такое здание, приспособленное под молитву, но даже, может, не здание, а помещение. Но, тем не менее, было здесь и это. Возникает логичный вопрос, от кого пытались защитить это все свое богатство, свое экономическое благосостояние здешние купцы и власти здешнего города. То есть для кого построил, возобновил это здание Сефер Гази Ага, то есть, ну для кого понятно, для купцов, а вот какая опасность им угрожала? Опасность им угрожала с Азовского моря. Дело в том, что 17 век, как раз 17 век, это время очень сильной активности такой категории, как донские казаки. Запорожцы тоже в Крым приходили, то есть запорожцы с Крымом тоже обменивались, так сказать, образно говоря, пощечинами, но запорожцы больше действовали в Западном Крыму, Тарханкут, Гизлеев и так далее. Бывало, что удавалось им, так сказать, в Гизлеве лавки громить и уходить оттуда с добычей, но это была задача тамошних властей. А здесь это были донцы. То есть кто был на Азовском побережье, ну вот в районе, там где Арабатская стрелка и так далее, тот, может быть, себе его представляет, как оно выглядит. Это очень пустынное побережье, там ведь нету ни городов, там очень мало сел, поэтому там было достаточно легко высадиться незамеченными. И вот эти донцы, донские казаки, они так и делали. Они высаживались где-нибудь там на побережье Азова, тихо вот этими степями, предгорьями пробирались сюда, и тут уже нападали, так сказать, на город. Ну, в городе что их может интересовать? Конечно же, богатейшие вот эти торговые склады. Причем иногда эти нападения были удачны. Иногда, то есть, как-то здесь городской гарнизон, ну, Карасу-Базар не был военным городом, войск здесь было мало. Пока из степей соберется ополчение, эти налетчики успевали обратно к морю. Добавлю, что им удавалось довольно далеко проникать в Крым, вплоть до аж южного склона Судакских гор, аж до Айсереза, до Арпата, почти до Судака. Поэтому примерно в эти годы там же была построена еще и Арабатская крепость. Если как-нибудь так сложатся звезды и даст судьба, мы там тоже побываем и Арабатскую крепость посмотрим. Она сохранилась. Ну, а здесь вот, собственно, от кого и для чего делалась эта защита. Ну и можно добавить, наверное, еще одну деталь здесь по поводу того, что тут происходило. Это западная стена, а к востоку, примерно там вот, там находилась такая вещь, как невольничий рынок. Ну, собственно, работорговля в мире того времени это явление было нормальным, обычным. Собственно, Крым здесь тоже не был исключением. Илья Челеби описывает в подробностях. Там тоже были свои умения, тоже были свои, так сказать, трюки у торговцев выдать там старика за молодого, старушку за девушку, продать, чтобы потом, так сказать, уже покупатель гораздо позже это обнаружил с разочарованием. Но там любопытное замечание делает автор, что, мол, этим занимаются анатолийские турки. Ну, как бы татары, так сказать, в этой торговле не замешаны. Что любопытно. То есть, помимо татар,
местным населением, помимо крымских татар, местным населением были еще армяне. Армян было много. Причем армяне были не только местные. Сюда бежали армяне из Кефе. Кефе ведь, кто не знает, это же была другая страна, другое государство и другие законы. Это была Османская империя. Крым-то ведь был поделен между Крымским юртом, Крымским ханством и Османской империей. Так вот, весь южный берег Крыма, Балаклава, Судак, Ялта нынешняя, Кефе, Керчь, кстати, это, так сказать, территория Османской империи. Там другая монета, другие законы и все другое. И поскольку другие законы, там несколько суровее, можно даже, наверное, сказать, что не то, что несколько, а достаточно сурово по сравнению с ханскими обычаями обращались с крестьянами. И армяне оттуда бежали сюда массово, поселялись здесь под властью хана и как бы успешно себе жили, торговали, вплоть до того, что это вызывало негодование османского падишаха, который делал хану замечание, что, мол, не принимай беженцев. Ну, а тот, Джанибек Герай это был, ответил ему с достоинством, что, мол, если кефинский паша, ну, то есть градоначальник, не будет утеснять султанских подданных, тогда не то, что султанские подданные не будут бежать сюда, но и мои подданные еще перебегут туда к вам, в более богатый город Каф. То есть это такая история, которая показывает, мне кажется, хорошо иллюстрирует нравы, которые здесь царили, и, собственно, итальянский священник Досколи, который тогда же побывал здесь, он занимался духовным, то, что называется, окормлением армяно-католиков. Так вот, он как бы об этом прямо и говорит. Несомненно, что под татарином живешь гораздо спокойнее и платишь меньше дани, чем под турком. Ну, вот эта вот история, как бы, она тоже это подтверждает. То есть, вот такой элемент относительно немусульманских меньшинств в этом городе. Ну, сегодня вы повидали довольно редкий памятник, мало кто здесь бывает. Карасу-Базар – это не туристический город. Если бы, конечно, сохранился вот этот замечательнейший караван-сарай, если бы сохранилась стоявшая здесь муфти Хан Джами, которая была известна, которую построил Менгли II Герай, которая была известна удивительной суфийской традиции, там суфии карасу-базарские. У них был особый свой тарикат, они были достаточно известны. То есть, если бы здесь были бы памятники, то, наверное, можно было бы представить, что этот город был бы, ну, как Бахчисарай сейчас. То есть, улицы заполнены такой пестрой толпой, шумной, люди приходят посмотреть, люди приходят увидеть, как там само, не место, а сам город, так сказать, более-менее облик приобретает, достойный того, чтобы встречать гостей. То есть как-то памятник Бахчисарая сохранившийся, он влияет, ну, спас как бы судьбу города. В Карасу-Базаре, увы, этого нету. Если вы пройдетесь по здешним улицам, то, так сказать, это будет даже не Бахчисарай. На вид, на цвет, на вкус, так сказать. То есть памятники исчезли, и город, так сказать, тоже, ну, то, что называется, пришел в упадок. Поэтому вот такой вот как бы ответ у нас получается на вопрос, для чего эти вот развалины хранить, для чего, так сказать, сберегать памятники истории и культуры. Не только для красоты, не только для патриотизма. Они имеют совершенно реальное воздействие на жизнь современного города. И Карасу-Базар, и Бахчисарай, это вот разница между ними, она этому служит наглядным примером. Вот, добрые друзья, давайте теперь